Сюжет о задержании главы гражданского корпуса «Азов Крым» Станиславе Краснове готов к эфиру. Главу гражданского корпуса «Азов Крым» Станислава Краснова задержали ночью возле автозаправки на Бориспольской трассе. СБУ распространила информацию, что Краснова взяли с 40 килограммами взрывчатки. Адвокату Станислава Краснова и родителям Оксаны Шелест удалось попасть с ним в СИЗО только сегодня днем. Шокований побаченим. На Станіславу нема живого місця. Весь в синцях, побитий, всі ноги, вся голова. Тобто все відбувалося, власне, вчора на Бориспільській трасі біля автозаправки «Сакар», де невідомі особи без розпізнавальних знаків з автоматичною зброєю. Його спочатку затримали, потім зв'язали руки, ноги, очі скотчем, затягнули в ліс і біля 6 годин катували, вимагаючи від нього визнати, що він неподалік заховав зброю. Після цього його цими ж людьми було доставлено в приміщення Служби безпеки України на вулиці Володимирській. При цьому з ним була його дівчина. Вони йшли в магазин, просто налетіли на них тупо, побили зразу, потім затягли в якусь посадку, ну і в посадці вже, так як побачили, що вона дівчинка, то дівчинку вже так тільки пару разів ногою по голові. А Стаса били дуже-дуже сильно. Просто, так як дочка розказала, з обличчя зробили місиво. З носа бульки, з рота бульки, все тече. Це була жахлива картина, так як вона розказувала. В СБУ следы побоев объясняют сопротивлением задержанных. Они пытались бежать, заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук. По его информации, Станислава и Оксану задержали на трассе возле села Счастливое сразу после закладки ими тайника со взрывчаткой. В нем обнаружили 42 килограмма вещества, похожего на тротил, 5 корпусов боевых гранат, напольные механизмы взрывателей и 10 детонаторов. Цей схрон був облаштований на трасі Одеса-Київ у Ставищенському районі Київської області. Станиславу Краснову и его девушке предъявлено обвинение в незаконном хранении взрывчатых веществ. Но это не все претензии СБУ к активисту Азова. Его подозревают в сотрудничестве с Главным разведывательным управлением Вооруженных сил России. По данным Ткачука, с ними Краснов сотрудничал с 2014 года. За это время передал им список членов батальона Азов, а теперь готовил подготовку убийства одного из активистов, который сейчас пребывает в Херсонской области на административной границе с Крымом. Краснов безпосередньо передав російській стороні списки полку Азов. А також у період з 10 по 13 лютого перебував останній раз у Республіці Білорусь, де зустрічався зі своїм російським куратором. В обвинение СБУ не верят в Азове. У крымчанина Станислава здесь безупречная репутация. Один из комендантов на Майдане и активный участник блокады Крыма. Его корпус не давал восстанавливать взорванные электроопоры и возобновлять поставки электроэнергии. Они сейчас клеят всем сотрудничество. Ну а что они будут говорить? Что мы просто так своровали, избивали парня, никому не говорили. То есть, исходя из каких-то там геополитических своих интересов, либо продажных. Конечно, он будет говорить, что он там, я не удивлюсь, если что он, я не знаю, там какие-то видео не самые порядочные, чтобы его люди перестали поддерживать. У адвоката уже есть своя версия случившегося. Взагалі ця справа пов'язана із намаганням спецслужб України розгромити вщент добровольчий батальйон ОУН. І ця справа напряму пов'язана із справою Миколи Коханівського, якого в п'ятницю, власне, теж арештували, тобто обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Члены Азова пообещали собрать необходимую сумму, если суд отпустит задержанных под залог. На завтра назначено заседание Шевченковского районного суда об избрании меры пресечения для Станислава и Оксаны. Роман Спиридонов, Ильдар Тарахташ, Заман, АТР.